Алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллях, амма бад, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Сейчас все мусульмане в России и в Дагестане, в частности, охвачены вопросом, как поступать, как себя должен вести мусульманин, когда он слышит такие сообщения о том, что во Франции издали в очередной раз какое-то издание, позволило себе изобразить карикатуры на пророка, на нашего пророка, алейхиссаляту вассалям. Это уже происходит несколько раз это уже происходит в разных странах, в Нидерландах, в Швеции и, по-моему, в ряде европейских городов подобные случаи уже происходят. И, естественно, у нас уже должна сложиться какая-то четкая уже позиция в отношении, как поступать в отношении, как себя вести, как мусульманин должен себя вести в такой ситуации. Какое бы решение не принимал мусульманин, он должен свою позицию, свои действия очень серьезно выверять в соответствии с нормами шариата. Мы всегда должны думать о том, чем это обернется для уммы и для давата в целом. Нельзя забывать о том, что пророк, алейхиссаляту вассалям, был послан как милость для миров. Как посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, пришел, чтобы усовершенствовать нравы. И он пришел, его Всевышний Аллах послал не только для арабов, не только для людей, которые живут там на Востоке, в Азии. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, послан для всего мира. И поэтому в этом ракурсе, в этой связи мы всех европейцев, мы всех людей на планете должны воспринимать как людей, до которых должен дойти дава, должен дойти призыв к исламу, призыв к пророку, алейхиссаляту вассалям. Поэтому в этой связи мы не должны на европейцев смотреть как на каких-то других людей, которые к исламу никакого отношения не имеют. Напротив, сегодня очень важно, чтобы до европейцев тоже ислам дошел. И сегодня от того, как мы себя будем позиционировать, как мы будем воспринимать эти карикатуры, зависит то, насколько европейцы станут ближе к исламу или же отдаляться от этого. Можно с большой уверенностью предположить, что карикатуры издаются специально в провокационных целях. Это все делается для провокации. И с большим огорчением нужно отметить, нужно согласиться, все-таки с огорчением признаем, что они своих целей добились. Они добились нескольких основных целей. Первая цель, которую они ставили, заработать деньги, и они их заработали. Последний тираж их был миллионным тиражом, последний раз они выпустили свое издание. И, во-вторых, показали облик мусульман, которые неадекватно восприняли эти карикатуры. Естественно, никто с этим не спорит. Любые карикатуры, которые издаются на любую нашу символику, на исламскую символику, будь это посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, или же мечети, или же наше поклонение, наш шариат, любые карикатуры, связанные с нашей символикой, с нашей религией, вызывают в наших сердцах только огорчение. Это нас обижает, это доставляет нам огромное огорчение. Но нельзя позволять своим эмоциям, своему огорчению, своему гневу, который вполне естественно. Да, эти чувства вполне естественны. Гнев, недовольство, огорчение, все это вполне естественно. Но этот океан, который в наших сердцах бушует, он не должен вылиться в те действия, которые в итоге принесут вред нашей же религии. Наоборот, надо всегда использовать их оружие против них же. Нужно себя так повести, чтобы это в итоге вызвало восхищение нашим поведением, восхищение нашими нравами, и мы бы сделали получается, такой тактически успешный шаг, и наоборот, от этих вещей мы бы только дават, призыв к исламу, только выиграл бы от того, если бы мы себя правильно бы повели в этой ситуации. Например, мне очень понравилось, как себя повели мусульмане Англии, как они выразили свой протест в ответ на карикатуру. Они в этот день, они объявили один день ответом на эти карикатуры, и в этот день они раздавали розы. Они всем прохожим раздавали розы, и это и было их ответом на карикатуры. Понимаете?
Европейцы не знакомы с исламом, вернее, они знакомы с негативной стороны. То есть им всегда стараются преподнести ислам в негативной форме. И во многом, к сожалению, и мусульмане себя ведут в этих странах так, что они другого ничего хорошего в этом и не усматривают. Поэтому сегодня и нашим мусульманам, и мусульманам России, и мусульманам Европы не хватает нравственности. Наш уровень нравственности на достаточно низком уровне. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, и при его жизни тоже были такие, и посланника Аллаха и унижали, и закидывали, и обзывали, но пророк, алейхиссалату вассалям, не отвечал. Он даже дуа не сделал против них. Когда его попросили, когда сахабы сказали: о посланник Аллаха, призови Всевышнего Аллаха против этих людей, чтобы он их наказал. Пророк, алейхиссалату вассалям, отвечал им: я послан как милость, а не как наказание. Поэтому милость ислама и эту милость пророка, алейхиссалату вассалям, мы должны поддерживать. Мы своим поведением должны подчеркивать все время, что посланник Аллаха был призван, был послан, был ниспослан как милость. И милость эта должна, наверное, проявляться в той четкой позиции, которую мы сегодня займем, покажем в отношении тех карикатур. В любом случае, стратегически мусульмане должны думать о том, что их шаги привнесут для ислама, какую пользу или вред они принесут для ислама. Вот эта агрессия, которую они показали, убили этих людей, стали там закидывать и так далее. Вот эта вся агрессия, она, конечно, непримирима. Конечно, европейцы, как люди, которые провозглашают всегда ценности демократии и так далее, уже для них, на мой взгляд, они уже совершенно смешали понятие демократии с понятиями ущемления религиозных взглядов. Все-таки это уже как бы, я в их адрес говорю, есть демократия, да, есть свобода слова, есть такой термин, который они приняли, есть свобода слова, а есть унижение и оскорбление по национальному и религиозному признаку. Нельзя смешивать эти две вещи. Нельзя. Свобода слова не предполагает оскорбление другого человека, не предполагает оскорбление взглядов, религиозных взглядов или же каких-то национальных признаков другого человека. Демократия, сегодня, если Европа говорит и трубит о том, что призывает к научному подходу, к научному анализу, давайте мы не против того, чтобы люди все, и европейцы сегодня научно подошли к нашей религии, с научной точки зрения. Пожалуйста, давайте объективно подходить к личности пророка, алейхиссалату вассалям, и к нашей религии. Если у вас есть какие-то претензии, если у европейцев есть какие-то претензии, какие-то вопросы, непонимание нашей религии, и они научно это все обосновывают, говорит: пожалуйста, у нас есть чем ответить. Давайте возьмем мерило, арбитром сделаем науку и будем во всем ссылаться на науку и доказывать правомерность, доказывать истинность своих позиций с помощью науки. Но оскорбления, карикатуры, которые задевают глубинные чувства каждого мусульманина, эти карикатуры ни к чему не приводят, ни к чему хорошему они не приводят. И они должны были это четко понимать, что эти карикатуры, скорее всего, они понимали, и они и ожидали такой реакции. И ставка вся была сделана на эмоциональных мусульман, которые просто захотят проявить свой гнев, взорваться, проявить свой гнев и совершить какие-то шаги. И они в этом направлении они, конечно, угадали. В этом направлении они не ошиблись. Они вызвали эту агрессию, вызвали этот негатив у мусульман, и этот негатив вылился в какие-то действия, и они в стратегическом плане, в плане того, чтобы обезобразить в очередной раз обезобразить облик ислама, они этого добились, к большому сожалению. Поэтому какую позицию занимать? Прежде чем, еще раз повторюсь, пойти на какие-то шаги, прежде чем что-то сказать или сделать, мы всегда должны думать о последствиях.
чем это скажется, что это принесет для нашей религии, плюсы или минусы. Если возникает такой вопрос, а в конечном итоге как поступать, что делать? Агрессия неприемлема, ответная критика неприемлема, ответные карикатуры в адрес кого-то тоже неприемлемо. Ничто это пользы не принесет. Процесс распространения ислама, процесс увеличения мусульман – это уже необратимый процесс. Поэтому вообще, я думаю, даже не стоит задаваться вопросом, что сейчас нужно делать. Наверное, ничего делать и не нужно. И в этой спокойной реакции будет, наверное, лучший ответ этим карикатуристам. Мы должны еще больше эти выпады карикатуристов и людей, которые не понимают ислам, не должны нас разобщать, ни в коем случае не должны нас толкать на агрессию. Мы должны, наоборот, сплотиться, еще более сплотиться. Мы должны понимать, что это естественная реакция людей, которые не хотят распространения ислама. Это их естественная реакция, это их ход. Это их ход. Поэтому сегодня самым важным, самым главным является для нас не то, что сейчас делать, а что как бы не совершить глупости. Лучше ничего не сделать в ответ на карикатуры, а дальше продолжать процесс давата, продолжать работать над собой, над своими нравами, сплочаться и призывать к исламу других людей, говорить о нравах пророка, знакомить весь мир с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям, чем сделать какие-то небольшие, но глубоко ошибочные шаги. Вот что важно. Лучше ничего не сделать и оставить все как есть, и оставить этот естественный процесс распространения ислама, чем сделать какие-то шаги, которые откинет намного назад, отбросит ислам и то, к чему ислам призывает. Мы в этой ситуации должны продолжать работать над своими нравами, над своими поступками, совершенствовать свою любовь ко Всевышнему Аллаху и к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорить о его нравах, распространять, пропагандировать его нравы, и в первую очередь не только на словах, но и в своих поступках, в своих действиях, делать что-то хорошее и говорить: так поступал пророк, алейхиссалату вассалям. Посланник Аллаха поступил бы вот так бы, он поступал вот так, и мы поступаем так, потому что мы следуем за ним. Вот это самая лучшая стратегия на сегодня, стратегия добра. Стратегия добра, она всегда выигрывала, была выигрышной, иншаллах, и в этой ситуации тоже так и будет.